Как вести себя в храме? Почему в Петров пост можно есть рыбу и когда отмечается День любви и верности? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Сегодня все информационное поле пестрит темой коронавируса. Как показали последние недели, цифры зараженных этой болезнью уменьшаются. Постепенно смягчаются карантинные ограничения. Открываются непродовольственные магазины, салоны красоты, стоматологические клиники и торговые центры. Жители Башкирии с 29 июня могут посещать религиозные объекты. Соответствующие изменения глава Башкирии Радий Хабиров внес в указ о режиме повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса. При этом культовые учреждения – церкви, мечети и синагоги – должны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Владыка митрополит призывает сохранять те требования, установленные санитарными организациями, для того, чтобы уберечь себя и пожилых людей от возможного распространения коронавирусной инфекции. Поэтому храмы открыты, слава Богу, но мы так же, как и раньше, рекомендуем всем входящим в храм одевать медицинские маски. При входе в храм каждому входящему обрабатывают руки антисептиком. Соблюдается в храмах и социальная дистанция. И каждые 2 часа как минимум в храмах проводится уборка с дезинфицирующими средствами и проветривание храмов. Так же, как и раньше, во время таинства исповеди, да и вообще во время богослужения, все прихожане должны быть все же в масках. Одновременно в храмах может находиться ограниченное количество людей, включая священнослужителей и работников. Исходя из расчета, 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 100 человек. К иконам в храмах также можно прикладываться, потому что они регулярно протираются специальными растворами, а во время богослужения делается это регулярно. Особый человек стоит и постоянно протирает после каждого приложившегося прихожанина. В храмах совершается причащение. Каждый день за божественной литургией каждый верующий христианин может приступить к этому таинству. Но причастие совершается также из одноразовых лжиц, которые освящаются по чину освящения, обычных лжиц для причастия. Протираются губы одноразовыми платами, и запивка производится из одноразовой посуды. Просим никого не смущаться этими временными ограничениями, и можно прийти в храм для того, чтобы поучаствовать в этом самом главном таинстве. Причастие святых христовых тайн – это святыня, оказывающая исцеляющее воздействие на душу и тело человека. Сам Бог присутствует в святых дарах и защищает того, кто их причащается. В то же время, если вы чувствуете признаки простуды, а особенно если у вас температура, не посещайте храм, чтобы не заразить окружающих. Подобные чрезвычайные меры принимались в дореволюционной русской церкви в случае появления на приходе заразительной болезни, о чем свидетельствует настольная книга священнослужителя издания 1900 года. Жизнь начинает возвращаться в обычное русло, пусть даже с ограничениями. И у некоторых, проходя мимо храма, появляется желание зайти туда. На это могут быть разные причины – ради любопытства или же за компанию с друзьями на большие праздники, а может быть с искренним желанием быть воцерковленным, то есть стать полноценным и равноправным членом церкви. Вариантов может быть много, но в любом случае в храме необходимо соблюдать определенные правила. На всех этапах развития эпидемической ситуации Роспотребнадзор рекомендует ограничить участие в богослужениях, обрядах и церемониях, проводимых в помещениях лиц из группы риска, то есть тех, кому больше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Как защитить себя и своих близких? Совета, который подходил бы для всех, не существует. Но есть правила, соблюдение которых поможет значительно снизить риск. Следите за личной гигиеной. Как можно чаще мойте руки с мылом. Всегда мойте руки перед едой, после посещения мест массового скопления людей, после рукопожатий, после возвращения домой с улицы. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу, рту. Пользуйтесь дезинфицирующими спиртовыми салфетками. Регулярно дезинфицируйте свое рабочее место. Протирайте специальным раствором поверхности, к которым вы прикасаетесь, будь то стол, компьютер, ручки кресла, мобильный телефон. Пользователям услуг каршеринга я также рекомендую либо вести машину в перчатках, либо протирать руль и рычаг коробки передач. Заботьтесь о профилактике вирусной инфекции в вашей семье. Разговаривайте с детьми о том, как избежать заражения. Учите их как можно чаще мыть руки с мылом. У каждого члена семьи должна быть своя посуда, свое полотенце, своя зубная щетка. Не относитесь легкомысленно к любым формам простудных заболеваний. Не пытайтесь перенести их на ногах. При первых признаках простуды обращайтесь к врачу. Если у вас повысилась температура, сидите дома. При этом сократите контакты даже с членами семьи, чтобы не заразить их. Не пренебрегайте закаливающими процедурами. Принимайте по утрам контрастный душ. Занимайтесь спортом, принимайте витамины. Чем выше уровень иммунитета, тем меньше риск. Эпидемии в истории человечества случались неоднократно, и православная церковь также принимала удар на себя. По молитвам верующих неоднократно Бог через своих святых приходил на помощь людям. Помните, что жизнь каждого человека находится в руках Божьих. Молитесь за себя и своих близких, прося Бога защитить вас и их от болезни, даровать здоровье и благополучие. Молитесь Пресвятой Богородице, святителю Николаю и святым, которые известны как целители, великомученику Пантелеимону, Косме и Дамиану, Киру и Иоанну, а также недавно прославленным святым, мученику Евгению Боткину и святителю Луке Крымскому. Этот человек был по профессии врач и при жизни имел действительно талант от Бога и помогал людям. И будучи уже в сане епископа, он тоже врачевал и участвовал во Второй мировой войне, то есть Великой Отечественной войне, и был военным хирургом. И, конечно же, множество тысяч людей ему благодарны. Этот человек и ни днями, ни ночами не спал, а постоянно, в общем-то, не выходил из операционной, единственное, иногда отвлекаясь только лишь на молитву. И вот после того, как этого святого прославили, тоже множество чудес происходит у его святых мощей, поэтому в церкви этот святой тоже почитается как исцелитель. Святой великомученик Пантелеимон, целитель, изображается на православных иконах молодым юношей с коробочкой для лекарств. Будучи совершенно в юном возрасте, он совершает уже различные чудеса. Он осознает себя христианином, который должен послужить на благо других людей, нищих, убогих, находящихся при смерти или болеющих тяжелыми заразными заболеваниями. Может быть, поэтому до сих пор мы ощущаем его каким-то близким и родным святым. Ощущаем его тем человеком, который обязательно услышит наши молитвы и поможет нам в исцелении наших немощей. Почитание святого Пантелеимона в Русской Православной Церкви известно уже с XII века, когда князь Изяслав разместил изображение целителя-мученика на своем боевом шлеме.
В народном сознании память о святом великомученике Пантелеимоне связана прежде всего с испрашиванием здоровья себе, своим близким. Но важно помнить, что у любого святого мы можем просить о чем угодно. У любого святого мы можем просить о всех тех нуждах, которые присутствуют в нашей сегодняшней жизни. Ведь каждый святой отображает святость Божию, не собственные заслуги, а Господь начинает сиять через их чистые души к нам. Поэтому и просить можем мы о всем том, в чем имеем нужды или потребности. Посмотрите на трепетный огонек свечи, успокойтесь, забудьте о мирском и прочтите молитву мысленно или шепотом. Прочитанная от души, она дойдет ко Господу и будет принята им должным образом. Можно молиться своими словами, лишь бы они были искренними. Все, что вы делаете в церкви, должно идти от чистого сердца и преследовать только благие цели. Старайтесь чаще исповедоваться и причащаться. По молитвам Богородицы и святых да защитит Господь вас и ваших близких от всякого зла. Главное быть аккуратнее, соблюдать элементарные правила гигиены. Руки мыть чаще. В местах массового скопления людей лучше не приходить. Даже если вы в храм приходите, постарайтесь так делать так, чтобы вокруг вас где-то метр свободного пространства был. В общем-то и все. Ходим и живем дальше, как и раньше. Прежде всего, нам надо искать здравия духовного и заботиться о его приобретении. Оно и состоит в согласии человека с Богом. Правда ли, что сейчас можно крестить любым именем? Нет, неправда. Сейчас по новому положению церковной практики крестить действительно стало можно не только с теми именами, которые находятся в святцах Русской Православной Церкви, но с именами, которые находятся в святцах какой-нибудь вообще православной церкви. Но имя должно быть не выдуманным, а должно быть у какой-то из православных церквей быть почитаемым. Например, теперь можно крестить с именем Джон, не переделывая его на наше знакомое Иван, а по-церковному Иоанн. Например, до этого в русской церкви невозможно было покрестить ребенка с именем Станислав. Теперь это возможно, потому что в святцах Сербской православной церкви это имя есть. Или имя Эдуард. Точно так же. Теперь мы можем совершенно спокойно крестить с этим именем. Можно крестить и с именами традиционными, национальными какими-то. Например, что распространено в грузинской православной церкви. Там они крестят вот с особыми традиционными своими именами. С 6 июля Православная Церковь совершает празднование Владимирской иконе Божьей Матери. Владимирская икона на Русь попала из Византии в начале XII века. Сначала она находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, а потом перевезена во Владимир, по которому она и получила нынешнее наименование, где она хранилась в Успенском соборе. Во время нашествия Тамерлана в 1395 году чтимая икона была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. На месте встречи москвичами Владимирской иконы был основан Сретенский монастырь. То, что войска Тамерлана без видимых причин повернули обратно, не дойдя до Москвы, было расценено как заступничество Богородицы. Владимирскую икону Богородицы православные почитают как покровительницу России. Это одна из важнейших и старейших реликвий в русском православии, наделенная даром чудотворения и не раз помогавшая в годы бедствий русскому народу. Сейчас Богоматерь Владимирская хранится в музейном храме при Третьяковской галерее, посвященному Николаю Святителю. Молятся ей о защите от пожаров и напастей.
8 июля Православная Церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии. История любви этой супружеской пары подробно описана величайшим автором XVI века Ермолаем Еразмом в древнерусской повести о Петре и Февронии. История жизни этих святых – это история верности, преданности и настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. Князь Петр, он был князем града Мурома и имел тяжелую и, можно сказать, неизлечимую по тем временам болезнь. Его тело было покрыто язвами, ранами, струпьями. И он очень от этого страдал и, естественно, не мог полноценно управлять своим княжеством. И однажды, когда его путешествие, его поход совпал с Рязанской землей, его слуга услышал о одной чудесной девушке по имени Феврония, которая живет в Рязанской глубинке и является дочерью древолаза и имеет совершенно чудодейственные силы исцелять болезни. И когда он к ней прибыл, она сказала, что, конечно же, я смогу исцелить с Божьей помощью князя, но у меня есть одно условие. Он должен будет, того, кого я исцелю, должен будет на мне жениться. Естественно, князь с некой поспешностью пообещал, и потому что болезнь, она вносила свои коррективы, и она его исцелила, и он практически уже весь исцеленный уехал, забывший о своем обещании, но через некоторое время его болезнь возобновилась новой силой. Совесть напомнила ему о его обещании. И, конечно же, он исполнил. Его Феврония исцелила вновь и стала женой князя. Проблема в том, что Феврония была простолюдинка, и хоть она была и благочестивая, и мудра, и кроткая, бояре и приближенные князя, княжеского двора ее не взлюбили. И стали всячески препятствовать, стали всячески оскорбляться и высказывать князю, что нами управляет какая-то деревенская девушка, простолюдинка. И в итоге поставили через некоторое время князю такой ультиматум. Или она уходит, и ты женишься, и выбираешь себе в жены достойную для своего чина, для своего положения, или вы уходите вместе с ней. Князь, к тому времени уже полюбивший свою супругу и увидев в ней необычайный дар, ее молитвы, кротости, смирения, выбирает свою супругу. И был боярами изгнан вон из Мурома. После этого начались междоусобные нестроения между кланами, между фамилиями боярскими, кто достоин возглавить княжеский трон. Но в итоге, когда они уже, скажем, друг друга там перебили, практически в прямом и переносном смысле того слова, князя эти же самые бояре вернули опять в Муром. В основном он, конечно же, хотел своим примером показать, как же действительно нужно любить Бога, семью, Отечество и как заботиться о веренных ему уже достоянии чадах Божьих, да, потому что мы с вами знаем, что Церковь и Христос учит нас пользоваться властью очень осторожно и прежде всего показывая это все на личном примере, что они и в принципе делали. В конце жизни за свою любовь, за свою верность, за свои убеждения и хранение брака Господь сподобил их умереть в один день. Они уже приняли монашество, каждый со своим именем, и находились в разных монастырях. И вот еще при жизни они сделали себе групп, в которые хотели быть положены. И когда князь Петр в монашеском постриге Давид попросил Февронию о том, чтобы она уже пришла, то, что он уже испытывал последствия
последние минуты своей жизни она вышивала как раз-таки погребальные пелены для того, чтобы им можно было накрыться, потому что Господь ей открыл, что и она тоже в один день представится. И в итоге так оно и случилось, когда они были по монашеским обетам и канонам положены в разных гробах, то на следующий день, когда пришли уже совершать чин отпевания, то увидели их, что они лежат в одном гробе. И увидели это как некую волю Божию, некий промысел Божий. И так и по сегодняшний день в граде Муроме их мощи находятся вместе в одном гробе. Вот. Это один из таких редких случаев, где сам Господь показывает чудо своих избранных, тех, кого Он возлюбил, и их выполнил просьбу, чтобы они были погребены в одно время, в один час, в одном гробе. История жизни святых князей Петра и Февронии – это история верности, преданности и настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. У православных верующих продолжается Петров пост. После Великого поста он является первым многодневным постом в календаре. Петров пост не имеет постоянной даты своего начала, зато заканчивается всегда в один и тот же день. В этом одна из интересных его особенностей. Петров пост служит верующим подготовкой к празднику святых апостолов Петра и Павла. Поэтому завершается он с началом этого праздничного дня, 12 июля по новому стилю. А вот начинается Петров пост в различные дни. Это зависит от пасхалии на тот или иной год. Дата начала Петрова поста – это второй понедельник после Дня Святой Троицы. Об этом посте есть упоминание уже в III веке. Святой Ипполит Римский упоминает, что мы постимся, вся Церковь Христова. После Троицы через неделю совершаем пост. Но вот мотив этого пощения мы находим довольно разный в различных источниках. Так вот, Ипполит Римский говорит о том, что этот пост для тех, кто не знал, когда совершается Пасха, находясь, например, в дальнем путешествии, в мореплавании, а для того, чтобы не поститься в саму Пасху или случайно не оказалось так, что пост будет в дни Светлой Седмицы, он говорил о том, что когда человек узнает, что он уже пропустил и Великий пост, и Пасху, ему назначается вот этот заместительный пост. В других источниках говорится о том, что первоначально христиане его соблюдали в подражание тому, что Церковь Христова в праздник Пятидесятницы готовится выйти на проповедь в мир, и подготовка к этому служению была сопряжена с постом. Но позже различные мотивы пощения были объединены в один общий, так называемый апостольский или Петров пост. Этот пост довольно мягкий. В большинство его дней позволено употреблять в пищу рыбу. Это связано с тем, что апостол Петр происходил из семьи рыбаков и считается покровителем рыболовов. Главной целью этого поста – ощутить себя новозаветной церковью. Ведь для каждого христианина пост – это не какая-то пытка или мучительство, или самоистязание. Пост – это всегда радость. Это радость ощутить своей душой присутствие Бога, послужить Ему, чуть построже отнестись к себе, чуть повнимательнее к тем, кто рядом и требует от нас помощи. Пост можно сравнить с духовной профилактикой, когда человек больше задумывается над своими поступками, мыслями и словами. Он учит подчинять желания разуму и воле.